Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Свою содержательную часть послания Владимир Путин решил начать с демографии. Сегодня в России почти 147 миллионов человек, и число рождений вновь падает. Поэтому нам необходимо выбраться из демографической ловушки. Если с января текущего года семьи, чьи доходы не превышают 2 прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до 1,5 лет, как прежде, а до 3. Когда ребенку исполнится 3 года, установленные выплаты прекращаются. И значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. Президент предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января текущего года. Что же касается программы Мат-Капитала, то она действовала только до конца 2021 года. Но сейчас принято решение продлить ее до 31 декабря 2026 года. Необходимо поддержать тех, кто начинает семейную жизнь и мечтает о детях. Предложены новые дополнительные решения по Мат-Капиталу. Они должны вступить в силу с 1 января следующего года. Мы должны работать по всем направлениям поддержки семьи. Но есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему. Это низкие доходы значительной части наших граждан, семей. Причем по разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами – это именно семьи с детьми. Вы это хорошо знаете. Часто даже когда работают не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный. Какие решения мы уже приняли? При рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка. В прошлом году впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года. На 8 лет больше, чем в 2000 году, отметил президент. Уровень младенческой смертности в России достиг исторического минимума. Этот показатель у нас лучше, чем даже в ряде европейских стран, подчеркнул глава государства. Тем не менее, то, что нам удалось сделать в сфере здравоохранения, показывает, что если мы ставим перед собой определенные цели, то способны добиваться результатов. Поэтому сейчас нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья. Именно здесь у нас больше всего сложных, чувствительных для людей проблем, добавил Владимир Путин. В этом году мы должны в полном объеме, как и предусмотрено в профильном национальном проекте, завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов. Но это не значит, что все проблемы с ФАПами решены. Хочу подчеркнуть, смысл их работы не в том, чтобы выписывать справки и направления и сходу сопровождать людей, спроваживать людей в райцентр. У специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной интернет. Я прошу Общероссийский народный фронт взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта ФАПов. Также с 1 июля будут запущены программы модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач мы дополнительно выделили 550 миллиардов рублей. Более 90% – это федеральные ресурсы. Также Владимир Путин заявил о необходимости завершить в 2020 году реформирование надзорно-контрольной системы за бизнесом. Глава государства высказался о необходимости принятия в ускоренном режиме пакета законопроектов, облегчающих работу бизнеса в России. При этом он отметил, что налоговые условия должны оставаться неизменными на срок до 20 лет. Мы договорились в течение 6 лет не менять налоговые условия для бизнеса. Таким образом, обеспечить более широкий горизонт для планирования инвестиций. Я обращаюсь к депутатам, правительству. Нужно ускорить принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений.
Напомню, что налоговые условия для крупных, значимых проектов должны быть неизменны на срок до 20 лет, а требования и нормативы при строительстве производственных объектов зафиксированы должны быть на 3 года. Эти гарантии инвесторам должны стать нормой закона. Конечно, поддержку должны получить не только крупные проекты, но и деловые инициативы малого и среднего бизнеса. Сегодня у субъектов федерации есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет, трехлетнюю льготу по налогу на прибыль. Но они редко используют эту возможность. Ну, понятно почему. Потому что региональные бюджеты теряют поступления. В этой связи предлагаю за счет федеральных средств компенсировать регионам 2/3 их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. В этом году мы будем отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Владимир Путин отметил, что это не только память о героической победе, но и то, что вдохновляет нас при создании будущего. Мы должны защитить нашу победу от лжи, иначе что скажем детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру? Наглому вранью мы должны противоставить факты и предложить действенные меры, подчеркнул лидер страны. В России будет создан крупнейший, самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира. Такая работа – наш долг, как страны-победительницы, и ответственность перед будущими поколениями. Речь зашла и об изменении Конституции России. По словам главы государства, она была принята более четверти века назад в условиях тяжелого кризиса, и положение с тех пор кардинально изменилось. У нас нет вооруженного противостояния в столице и очага терроризма на Северном Кавказе. Сегодня ряд политических и общественных объединений ставит вопрос о принятии новой Конституции. Считает, что такой необходимости нет, подчеркнул лидер государства. Вместе с тем можно вынести на обсуждение ряд конституционных поправок. Потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан. А фундаментальные основы конституционного строя, права и свободы человека, надеюсь, еще многие десятилетия будут оставаться прочной ценностной базой для российского общества. Вместе с тем, высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали, и полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию. Вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России, как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие. Первое. Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство. Суверенитет нашего народа должен быть безусловным. Мы многое сделали для этого. Восстановили единство страны. Покончили с ситуацией, когда некоторые государственные властные функции были узурпированы фактически олигархическими кланами. Россия вернулась в международную политику как страна, с мнением которой нельзя не считаться. Мы создали мощные резервы, что кратно повышает устойчивость нашего государства и его способность защитить социальные права граждан, а национальную экономику от любых попыток внешнего давления. Действительно, считаю, что пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Что это означает? Это означает, что буквально следующее. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции. Завершая свое выступление, Владимир Путин подчеркнул, что поправки, о которых идет речь, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит, могут быть утверждены парламентом. Однако по той причине, что предложенные нововведения касаются существенного изменения действующей политической системы, необходимо провести голосование граждан по всему пакету поправок в Конституции и только по его результатам принять окончательное решение, отметил глава государства. Сильную, благополучную, современную Россию возможно будет построить
строить только с опорой на мнение народа. Наступивший 2020 год во многом рубежный. Перед Россией стоят исторические задачи. Подытожил свое послание Федеральному собранию лидер государства. Светлана Томова, Новости 24.